запугать армян, тем более из Абхазии, невозможно. Вот это просто невозможно, поэтому серьезные политические силы в Абхазии это понимают. Другое дело, что армянская община, она солидная в Абхазии, и, в общем-то, ее представители занимают видные места, сказать, в этой системе власти, очень своеобразной системе власти, которая сложилась в Абхазии в последние десятилетия. Но надо сказать, отметить, что, если говорить про армянское общение, обычно армянская община не старается не попадать в поле зрения каких-то экстремистских кругов Абхазии, которые периодически пытаются провести в Абхазии перевороты. И старается в них не участвовать. В редких случаях, когда представители этой общины окажутся в каком-то водовороте каких-то там политических страстей. То есть она не пытается держать дистанцию. В общем-то, это говорит о том, что община сильная, хорошо организована и хорошо проинформирована. И кроме того, еще есть хорошая информация внутри самой общины. В принципе, учитывая то, что сам-то коренной народ он небольшой, в общем-то, было бы, конечно, разумнее, если бы политические лидеры абхазского народа нашли какие-то варианты политической, сказать, работы с армянской общиной, учитывая, что родина-то одна. Напоминаю, что основная часть, процентов 90 армян в Абхазии — это коренные жители. Они там родились. И это смущает, что видимо, еще не до конца зрелый политический класс Абхазии, чтобы как-то возникло понимание, что родина одна, и надо как-то договариваться, а не пытаться настраивать население на одну часть на другую или использовать наличие общины в политических целях во время выборных кампаний, что и произошло в последний момент. В общем-то, видно, изначально было понималось, что для армян Абхазии, конечно, пророссийский кандидат выгоднее. Не в том плане, что он там лучше или хуже, он просто выгоднее, потому что в любом формате, если будут какие-то проблемы для армянской общины в Абхазии, конечно, заступится в первую очередь Россия. Этот нюанс должны были противники кандидата ведущего сейчас. Все-таки, наверное, как раз плана Азибы, конечно, должны были как-то этот момент учитывать. А не устраивать такое давление в стиле, знаете, там как раз более южные страны, туда, на Ближнем Востоке. Потому что, наверное, Абхазия все-таки это Европа. Так что я в этом плане оптимист, что это хорошо, что он пришел, представитель этого клана, и Азиба извинился перед представителями армянской общины. В принципе, по российскости известно. И те, которые пытаются отколоть Абхазию от России, они, конечно, недовольны тем, что, в общем-то, голосуют, как они говорят, не местные. Это неправда. Они там местные, в общем-то, они там родились, повторяю. В общем-то, они пытаются это такая политика разделения власти, понимаете? То есть разделенное общество, она проще управляется. Я не исключаю того, что это последняя капля при весе одного из кандидатов. Но надо было это учитывать при перевыборной стратегии, работать с армянской общиной. Если углубиться в эту тему, идет борьба ведь не за просто какие-то возможности, заработать деньги на природе Абхазии, доступ к теплому морю, приемки туристов, на деньгах. На самом деле не только это. На самом деле решается вопрос о будущем пути развития Абхазии. Понятно, что, и, к сожалению, учитывая то, что республика небольшая, видно, представители предпринимательского класса, к сожалению, используют это только для президенции, а деньги вывозятся в другие государства, прежде всего России. В общем-то, то, конечно, население, политический класс республики озабочен тем, как имея прекрасные стартовые возможности, практически ничего не тратя на оборону, на безопасность, все это обеспечивает Россия, причем обеспечивает Россия и инфраструктуру. Сейчас аэропорт будет вводиться в действие. Тем не менее, собраться и сделать такой небольшой, очень выгодный для всех рай, что где-то все есть, нетронутая природа и так далее, не получается. И я надеюсь, что новое руководство, которое будет избрано на этих выборах в втором туре 1 марта, она как раз уделит большое внимание этим проблемам, сделать такой, знаете, как абхазский такой, как бы сказали по-русски, сход какой-то вечер. Как жить дальше? Условия идеальные. Получена независимость, знаете. Все, то есть это такой шанс для абхазского народа, не будет больше в истории. Не будет. Потому что как этим воспользоваться?